Взятых в плен в Керченском проливе украинских моряков могут отпустить из тюрьмы в России. О повороте в деле пишет российское издание «Известия» со ссылкой на свои источники. Давайте послушаем. Россия не отказывается от предложения отправить украинских моряков домой, изменив им меру пресечения и получив письменное заверие от Киева, что все подсудимые продолжат участие в процессе над ними, отметил в разговоре с «Известиями» высокопоставленный собеседник в российских дипломатических кругах. По его словам, Москва готова взаимодействовать по этому делу в конструктивном ключе и отпустить задержанных на родину, однако о прекращении уголовного преследования речи не идет. С нами сейчас на прямой связи адвокаты и координатор адвокатской группы по украинским военнопленным морякам Николай Полозов. Николай, здравствуйте, слышите ли вы нас? Добрый вечер. Да, ну вот мы сейчас с вами слышали вместе заявление. Вот как вы думаете, насколько это реально и что значит, речь не идет, да, об отмене уголовного преследования, но речь идет о возможном освобождении украинских военнопленных моряков. Как это возможно? Ну, здесь прежде всего важно вспомнить приказ Международного трибунала ООН, который был вынесен 25 мая этого года. Согласно этому приказу, Россия обязана незамедлительно освободить 24 военнопленных украинских моряков, а также вернуть 3 захваченных военных судна. В то же время в том же приказе есть пункт 119, согласно которому трибунал не запрещает России продолжать это уголовное дело, либо возбуждать новые дела, связанные с этими обстоятельствами. Поэтому позиция российской стороны такая, что мы в своем праве продолжать уголовное дело, но если Международный трибунал требует вернуть моряков, мы физически их вернем, но при этом они остаются в статусе обвиняемых. Дальнейшее их участие в судебно-следственных действиях украинская сторона должна прогарантировать. Как это будет происходить, это открытый вопрос. Это последующее после освобождения украинских моряков и возвращения кораблей работа дипломатов и политиков, договариваться, на каких условиях и как моряки будут дальше принимать участие в суде. Будет ли это дистанционно, будет ли это по видеоконференц-связи, а может быть и уголовного дела не будет после того, как Россия отдаст моряков, примут решение, что моряки не виноваты, виноват тот, кто отдавал приказ, либо командующий военно-морскими силами Украины, либо президент Порошенко, и уже сосредоточиться на этих персонах. А поэтому вы знаете, я хотела уточнить, если... Важно является то, что идет переговорный процесс, то, что совершаются необходимые действия, направленные на освобождение моряков. Мы ждем окончательное решение российской стороны, следствия ФСБ, которое должно принять процессуальное решение по ходатайствам омбудсмена Денисовой о личном поручительстве в отношении каждого моряка. Ну вот смотрите, я хотела уточнить, если даже моряков освободят и передадут Украине, да, вот уголовное дело будет против них продолжаться, она будет продолжаться в рамках российского законодательства? Да, только исключительно в рамках российского законодательства, поскольку ни Украина, ни мировое сообщество не признает правомерность и легитимность этого уголовного преследования. Ну, смотрите, а не будет ли это означать признанием своей вины со стороны Украины, признанием того, что действительно украинские военнопленные моряки якобы были в территориальных водах Российской Федерации, а в итоге вообще легализация аннексии Крыма? Нет, поскольку сами моряки своей вины не признают по этому уголовному делу и считают себя военнопленными, а во всех дипломатических письмах и нотах, которые Украина направляет, всегда стоит оговорка дипломатическая, что никакие действия в рамках освобождения моряков не могут рассматриваться как признание уголовного дела или признание иных обстоятельств, которые невыгодны Украине. Ну а как получится, ведь судить будут на территории Украины по российскому законодательству, вот, Нет, или я что-то не понимаю? На территории Украины никого судить не будут. Ну дистанционно, суд, вы сказали выше. Суд, если состоится, он состоится на территории России. Вернутся ли в Россию моряки на этот суд? Это вопрос открытый. Это надо самих моряков спросить, захотят они вернуться или нет. Сама Украина не может выдать никому своих граждан, это запрещает прямо Конституция Украины. Поэтому вопрос их участия в дальнейшем в суде, ну, может быть, это будет как видеоконференц-связь. Например, как в деле Виктора Януковича. Его же не было физически в Украине, когда проходил этот суд.
суд, так и моряки могут физически не находиться в России, когда будет идти суд по ним. И вот последнее, что я хотела спросить, действительно очень много разговоров вокруг освобождения украинских военнопленных моряков, и мы с вами очень много говорили, да, о том, не станут ли украинские военнопленные моряки действительно разменной монетой между какими-то договоренностями тех или иных стран. Вот что вы думаете по этому поводу? Я не думаю, что моряки будут разменной монетой в договоренностях Кремля, потому что Кремль в своих заявлениях и в своих нотах исходит прежде всего из приказа Международного трибунала ООН. То есть вопрос обмена моряков на кого-то не стоит. Стоит вопрос выполнения приказа в форме их освобождения. Другой вопрос, что российская сторона, поскольку не завершает дело, хочет, чтобы процессуальные формальности при освобождении моряков были соблюдены. Но, на мой взгляд, это незначительная жертва, учитывая, что никакие, скажем так, позиции, которые бы угрожали национальной безопасности Украины, в этом переговорном процессе не поднимаются. Вопрос идет и только об освобождении и физическом возвращении домой моряков и захваченных судов.